Всем привет, народ! У нас осень, отопление пока не дали, 6 дадут сентября. Температура плюс 4 пока ночью, а днем 17-10. Так, ну, ребята, время идет. Как слышали, видели, появились новые стали. Но до этого я приобрел несколько сталей, которые я уже заковал, испробовал. И для них есть, из них, вернее, есть уже заказы. Представляю вашему вниманию новую совершенно сталь. Новая, во всяком случае, в мире она появилась в прошлом, по-моему, году. Сталь итальянская, то ли испанская. Фирма не очень знаменитая. Вот. Данная фирма занимается металлургией, но изредка, повторюсь, изредка выпускает ножевые стали. Сталь называется Фекрони 2700. Фекрони. Что она означает, я не знаю. Не владею испанским и итальянским. Но проведя тесты, проведя, как она ведет себя в деле, пришел к иным выводам и хочу с этим с вами поделиться. Полностью нержавеющая, окалин почти не дает вообще. Полируется даже очень даже хорошо. И очень вязкая сталь. И должен заметить, почти разы легче, чем РВЛ. Вес перышка. Вот. При глубоком изучении молекулярном составе нету пузырьков. Пузырьков нету. Это порошковая сталь. Вот. Но аналогично я, чтобы вам, моим зрителям, клиентам было понятно, я его отношу, любые стали отношу как машинам. Ну, на днях появился спор о том, что в моей группе, да, о том, что Х-12 я отнес отечественному автомобилю Патриот. РВЛ, соответственно, получается у нас 200-й крузак. И это надежно, уверенно. Вот. Ну, специальная порошковая ножевая сталь. Вот. А PGK, соответственно, тоже крузак, но 80-й мостовой, тяжелый, мощный, по грязи идет как угодно. Ну, паркетником далеко не уедешь в лесу. Вот. А эта сталь относится, ребята, ну, не побоюсь этого слова, новому 300-му крузаку. Жутко дорогая, да, дорогая. Грязи не боится, но твердых предметов, гвоздей, костей рубить, не рубить не желательно. По той простой причине, у якутского ножа лезвие тоненькое. Вот. Не клинообразное, а именно тоненькое. Когда вот такой узенькой форме приходит любая сталь, она становится хрупким. И она, по идее, ножик должен выдержать все, правильно? Там кости, гвозди, камни, угольники и так далее, так далее. Можно так сделать? Можно. Но тогда уже не будете делать, он не будет, как говорится, гулять по туше. Рельсы
трудно будет там строганинку, как лезвие остроты такой не будет. Потому что ты что, зубила, руби, пожалуйста. Понимаете? А вот, допустим, обычный строительный резак взяли, рубите, пожалуйста, по гвозди, по кости. Эффект одинаковый примерно. Ну вот, после тестов, которых я не снимал и не буду, наверное, снимать, по той простой причине, моя рука отличается от вашей. Ваша рука отличается от моей, правильно? Тут спору нету. Как говорится, о вкусах не спорят. Кто-то ударит всей силой, кто-то так, а кто-то использует, чувствует реющую кромку, а кто-то просто так машет. О, крутой, все, пошел. Понимаете? Вот поэтому я вам предлагаю. Есть такая сталь, есть такие ножи. Используйте так, не рекомендуется вот так. Вот и все. Теперь вернемся, давайте, к Фикроне. Так, в чем отличие, давайте скажем так, с РВЛ на сегодняшний день лидирующим, скажем так, моей компании основной. 70, даже 8% только из РВЛ 34-го приобретает люди. Но ругают-то некоторые, да, некоторым все-таки не угодишь. Несмотря, что это настоящая ножевая, порошковая, шведская сталь, кому-то все равно не понравится. Это факт. Вот. А вот Фикроне, почему я отнес 300-м? За счет вязкости, за счет химического состава этот итальянец умудряется по мягкой ткани, скажем так, ну, войлок, канат, мясо, кожа, соответственно, гуляет. И, моему удивлению, садиться не собирается вообще. Хотя у него твердость я достиг не 64, это однозначно. Не 64, а максимум он дает 64. Вот. И по дереву, ну, то, что необходимо охотнику, сучок, там, удары, переносит нормально. Вот. А что касается по кости, по рога сахатому, соответственно, гвоздики, скажем так, банка, твердые предметы, да, относится уже средненько. И что самое интересное, за счет вязкости реющая кромка не крошится вообще. Вот что удивительно. Да, люди умеют делать такие стали. Поправишь твердым плоским предметом, строй сразу и не ложится. Стоит, восстанавливается 80% реющей кромки длиной клинка 12 сантиметров. Вот что удивительно. То есть, если у вас, к примеру, РВЛ, если сравнить, вот, если он садится, восстанавливается, но ни в коем случае не 80%. 50, максимум 60, может еще чуть ниже. Вот. Первая реющая кромка от мастера сохраняется на 80%. Вот что удивительно. Гибкая, да. Отличие от РВЛ, точно гибкая, еще гибче, да. И за счет вязкости я удивлен.
Удивлен. Так, ну, в следующий раз я все, что в России такого фикрония наличие в компании Дерен уже приобрел, летит ко мне на кузне. Больше в России у официальных дилеров нету. Спросил у моего друга Артема, когда появится такая сталь. Раз в 3-2 года периодически так выпускает данная компания. Вот в чем странность этого сталя. Причем сало не липнет в морозе. Вообще не липнет. И нигде, повторюсь, даже там, где станок не касался, ржавчины там не видать никак. Я специально, баночка у меня есть, специально там коррозия везде, засовываешь, вытаскиваешь, на суткой положил, приходишь, уже кое-где остаются коррозии, маленькие как пыль, а у этой стали нет, как будто сейчас только засовывал. Вообще нету. Вот в чем странность. Вот. Ну, за счет таких вязких составов этот умный, скажем так, фикроний, запомните, фикроний удивил впереди сидящего вашего слуги. Удивил. Хорошая сталь. Ну, цена будет совсем иная, так как дороговизна, да, и технологии тоже не очень такие простые. Вот, не обойдемся 20-кой, чуть выше будет, это однозначно. Ну, по той простой причине, вряд ли где найдете данную сталь. Редкая. Так, рекомендовал бы тем людям, которые действительно ценят не только искусство, не только ножи, не только, но практически он ухода не требует. Первое. Второе, для любителей, которых действительно по назначению используют данные ножи по назначению, только аккуратненько вытащил ножик при всех, разделывал, почистил, засунул, все. Опять садился. Такого вообще нет. Хорошая сталь. Так что, ребята, учтите. Так, в сентябре появятся некоторые ножи, маленькие, скажем так, коротенькие ножи, эксклюзивные, парочка. Вот, те, которые желают, любители коротких ножей, можете обращаться по WhatsApp. Можно сделать шейник, можно сделать, ну, лезвие вот такое 7, где-то 7, 5 или чуть меньше, вторая. Вот. Можете уже предзаказ сделать. Вот. Ну, сейчас, собственно, и посмотрим, какие получились ножи. И отправлю заказчику прямо сегодня. Представляю вашему вниманию два ножа из стали Фикрони 2700. Ну вот, собственно, 14, длина, кованный дол, чубуку, светлом, ну, почти зеркальная полировочка, 3,5, 3,2 обух.
В темном, 100-месячный. То же самое, 14. Такие вот. Ну, с виду не скажешь, что есть какая-то разница, да, только при использовании данными сталями, ножей данных сталей, можно что-то определить. Но отличительная черта легкий. Тут чувствуется только вот баланс рукояти. Вот держу, и вот. Сталь очень легкая. Ой, ёшкин. Палец хочет убрать. Поцарапать. Вот, где-то так. Где-то так. Ну, а если рвалку так, то был бы вот так. Или ушел бы даже. Что означает, сталь действительно легкая. Иркутская область, поселок Молодежная, Константину. Сегодня оправка. Наконец-то. На носу сентябрь. Вот. Все вроде типа позади. Осталось гаражик. Ну, с этим разберусь. Вот. А компания работает. Работает и работает. Отпусков все вернулись. Скорее всего, я и мой единственный помощник будем трудиться ради вас. Так, ребята, делается 2 фикрони костяшками. Цена будет иная. Так, обратите внимание на статус по WhatsApp. Буду публиковать только там. Только там. Ну и если время там будет, обзорчик на канале тоже будет. Все остальные заказчики, которые заказали, спрашивают, почему обзора нет, почему нет и так далее. Ну, политика канала поменялась. Как говорится, не будем хвастаться, а будем делать. Пока все заказы не сделаю, на охоту не пойду. Вот, а их у меня несколько осталось. Вот. Так что ждем, ребята. Больше пока сказать не могу. Сегодня отправка этих 2 красавчиков. Всех благ. Пишите по WhatsApp. Удачи!